Это новости 24 в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Сегодня наш информационный выпуск будет полностью посвящен юбилею Конституции Российской Федерации. Начинаем с одного из главных политических событий года – послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Это программный документ, в котором глава государства определяет стратегические ориентиры внутренней и внешней политики. Более 1000 человек сегодня собрались в Георгиевском зале Кремля. Члены обеих палат парламента, главы регионов, представители различных религиозных конфессий. Среди почетных гостей был и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Это послание для Владимира Путина, 10-е по счету. Подробнее о его содержании расскажет Хава Султыгова. В послании глава государства изложил свое видение ключевых проблем современной России. Начал свою речь Владимир Путин с поздравления собравшихся с 20-летием Конституции и юбилеем создания парламента, подчеркнув важность обеих дат и значение их для развития демократии в России. Как подчеркнул президент, основной документ страны гарантирует права и свободы граждан, и коррективы в него нужно вносить в соответствии с требованием современности. В частности, Путин остановился на поправках, которые позволят объединить Верховный и Высший арбитражные суды. Это позволит устранить существующие ныне разночтения в решениях по одним и тем же вопросам. Владимир Путин призвал общество активно включиться в законотворческий процесс. Возрастает и роль общественной палаты. Она должна стать площадкой для выражения интересов различных профессиональных и социальных групп, ассоциаций и союзов. Там должно быть побольше профессионалов, именно профессионалов. Считаю, что их представители этих союзов должны составлять не менее половины членов общественной палаты, предлагаемых президентом. Говорил президент и об основных проблемах местного самоуправления. Среди них он назвал неразбериху с полномочиями и коррупционные скандалы. Владимир Путин призвал посмотреть на проблему еще раз. Так президент считает, что необходимо создать систему независимой оценки качества социальных учреждений, что позволит оптимизировать бюджетные расходы. Обращаю на это внимание и федеральных органов власти, и руководителей регионов Российской Федерации. Важнейшая задача – создание системы независимой оценки качества социальных учреждений. Этот механизм позволит увязать их финансирование с результатами работы, а значит провести эффективную оптимизацию бюджетной сети. Путин отметил рывок в развитии здравоохранения. В последние годы нам многое удалось сделать для развития здравоохранения. Выросла продолжительность жизни, снижается смертность от сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. Но мы по-прежнему далеки от нужных нам показателей. Базовый вопрос – это реальный переход к страховому принципу в здравоохранении. В половине регионов показатель рождаемости превысил смертность, но мы вступаем в трудный период. Семьи создают те, кто родился во время так называемой демографической ямы в 90-е годы. Поддерживать рост уровня рождаемости необходимо в том числе за счет жилищного строительства. Президент предложил программу «Жилье для российской семьи». По ней до 2017 года должно быть возведено 25 миллионов квадратных метров жилплощади. Также Путин указал на провалы в образовательной и культурной политике. Отдельно хотел бы сказать и о высшей школе. Большинство юношей и девушек стремится получить высшее образование. Качество университетов и вузов должно соответствовать этому запросу. Только тогда образовательный драйв молодежи станет мощным стимулом развития страны. Однако сегодня, как в столицах, так и в регионах, много вузов, которые, к сожалению, до сих пор не отвечают современным требованиям. Считаю, что для обновления всей системы высшего образования нужно использовать потенциал лучших вузов страны, делегировав им право и полномочия по оценке качества образования. Затронул президент и тему выполнения майских указов. Он заявил о недостаточности мер, принимаемых исполнительной властью для реализации целей, заложенных в этих указах. Проведение преобразований затянулось, и затянулось недопустимо. Вы знаете, что я отмечаю? То ли делается так, что это вызывает негативную реакцию в обществе, то ли вообще ничего не делается. Также был отмечен подъем экономики регионов. Основной акцент президент сделал на Дальнем Востоке. Вновь подчеркну, ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических целей. Ну, например, таких, как подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь 21 век. Говорил глава государства и о деофшоризации российской экономики. «Хочешь получить прибыль в России? Регистрируйся в России», заявил президент. Последняя часть послания была посвящена вопросам международной политики. Хава Султыгова, Новости 24.
Послание президента Федеральному собранию было назначено на день, когда основному закону страны исполнилось 20 лет. Сегодня отмечают День Конституции Российской Федерации. Срок достаточный для подведения кратких итогов ее реализации на практике. Принятие Конституции стало одним из ключевых событий в истории современной России. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой и действует на всей территории России. Она была принята 12 декабря 1993 года, по своему содержанию носит демократический характер и состоит из преамбулы и 2 разделов. Вот еще некоторые сведения о Российской Конституции. По Конституции Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, равноправных субъектов Российской Федерации. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В День Конституции России по поручению президента Владимира Путина в Ингушетии, как и по всей России, прошел Общероссийский день приема граждан. Органы госвласти и местного самоуправления принимали жителей региона с полудня и до 8 вечера. Наши корреспонденты восстановят хронику сегодняшнего дня и начинаем с ключевых министерств. Слово Лейле Гайсановой. Ежегодно 12 декабря любой гражданин России теперь имеет право обратиться в приемную президента Российской Федерации, в государственные органы, а также органы местного самоуправления по интересующим их вопросам. С 12 часов дня свои двери открыли все министерства и ведомства республики. По предварительной записи, насколько я в курсе, больше 20 человек только вчера было уже записано. Те люди, которые с наболевшими проблемами, с вопросами. Ну и, наверное, вообще Министерство здравоохранения – это такая, так сказать, сфера деятельности, где люди постоянно обращаются, то есть независимо, приемный день, неприемный день. У нас куча людей, которые вот идут со своими проблемами, с наболевшими проблемами. В Министерстве здравоохранения уже в полдень начала появляться очередь. Люди обращались с вопросами, касающимися медицины. Проблема: ребенок инвалид, требуется лечение в питерской клинической больнице. Сюда пришел за квотой. Конечно, мы дадим заявку, запросим квоту данной клиники. Будем, во всяком случае, окажем содействие, то, что возможно, то, что в наших силах, окажем содействие, чтобы направить этого ребеночка в Питер, и чтобы он получил все необходимое обследование, лечение. Часто бывает, что люди обращаются в ту или иную организацию с просьбами, не входящие в ее компетенцию. Таким объясняют, куда им лучше обращаться, или же сами перенаправляют обращение. Так в Министерство образования пришла женщина, которая попросила компьютер для ребенка с ограниченными возможностями. Ее вопрос будет направлен в Министерству труда и социальной защиты. Так как ребенок уже не находится ни в одном учебном заведении республики и не находится на дистанционном обучении, мы приняли заявление, тем не менее, мы разберемся с этим вопросом и переадресуем по электронным нашим системе, отправим это в Минсоцзащиты и труда нашим коллегам. В Министерстве экономики тоже созданы рабочие кабинеты по приему граждан по различным вопросам. В основном людей интересовало развитие и поддержка предпринимательства. Посетители также хотели знать, могут ли они рассчитывать на помощь государства в открытии собственного бизнеса. Эти и другие вопросы граждане могли задать и в режиме онлайн. Информация получается здесь в личном приеме и прием в режиме связи. Вот мы такое оборудование подключили для того, чтобы можно было онлайн, если вопросы будут у людей, да, чтобы можно было напрямую ответить. В социальную защиту люди обращались по проблемам земельных участков, безработицы и жилья. Жительница Назрани попросила помочь с трудоустройством. Она хочет заняться шитьем на дому. Она стоит у нас в центре занятости на учете, да? И по безработице она полгода стояла, получала безработицу. Сейчас полгода она не работает. Вот пройдет 6 месяцев, и будем уже швейную машину выделим, она будет на дому работать, как многодетная семья.
пенсионном фонде с 12 дня также проходил прием граждан, на котором люди задавали различные вопросы, начиная от правильности назначения пенсии и заканчивая изменениями различных пенсионных законов. Мы, отдел по работе с обращением граждан, каждое обращение в устной форме, оно контролируется, дается информация руководству отделения. И, конечно, мы всех граждан информируем о принятых решениях по тому или иному обращению граждан. Насколько были активны жители Ингушетии и какие проблемы их волнуют, станет известно в ближайшие дни. Лейла Гайсанова, Хадия Дельбиева, Светлана Томова, Муса Хамхоев. Новости 24. 8-часовой день открытых дверей закончился и в Назрановском районе. Что волнует больше всего учителя физкультуры? В каком случае можно рассчитывать на земельный участок? И когда благоустроят новый микрорайон? Наша съемочная группа из самых крупных сельских поселений Назрановского района. Житель сельского поселения Яндари Мустафа Даурбеков, учитель физкультуры местной школы, пришел в администрацию, чтобы узнать, когда наконец построят обещанный физкультурно-оздоровительный комплекс и футбольное поле для детей. Еще один вопрос. Будет ли молодым специалистам предоставлено жилье и льготы на коммунальные услуги? Злободневные вопросы взяты на заметку. После нескольких запросов соответствующей структуры ответы на них Мустафа получит в ближайшее время в письменной форме. Вопрос предоставления льгот на услуги ЖКХ волнует не его одного. Дело в том, что льготы, предоставляемые специалистами села, как Ингушэнерго, так и Ингушрегионгазом, трактуются по-разному. Ингушрегионгаз требует с нас некоторую плату за предоставляемые услуги, в то время как Ингушэнерго 100% предоставляет нам свои услуги. Хотелось бы разобраться с этим вопросом, почему с нас регулярно и за одни и те же промежутки времени требуют разную сумму за оплату наших коммунальных услуг. Благоустройство нового микрорайона, выделение земельных участков, оказание помощи инвалидам, строительство дошкольных учреждений и школ стали главными вопросами для жителей сельского поселения Икажево. У меня двое маленьких детей, 5 и 3 года. Я сама не работаю и хотела выйти на работу. Но как детей негде отдать в садик, в Икажеве нет садика. У меня такой вопрос, будет ли в Икажеве построен садик? Желательно, чем скорее, тем лучше. У нас в селе планируется строительство 7 детских дошкольных учреждений. Кроме того, уже в этом году начато 2 объекта у нас. Мы проводим по улице Асканова реконструкция начальной школы под детсад. В советское время там был детский сад, потом, значит, из нехватки школьных мест он был переоборудован под школу, детский сад. Сейчас, значит, провели реконструкцию, буквально, я думаю, с Нового года этот детский сад откроется. Ждут ответы на важные вопросы и жители Кантышева. Милана Хашигульгова, Ильяс Дасхоев, Новости 24. Когда отметят новоселье оползневики, как ведется строительство детского сада в Сагапши и что с оплатой услуг ЖКХ? На эти и многие другие вопросы отвечают в общественных приемных города Воинской Славы и близлежащих районов, рассказывает Магомед Измайлов. Приемные Ахмеда Додова, главы городской администрации Малгобека, уже ждут возможности задать свои вопросы. Документ отдела архитектуры города Малгобек, и этот вопрос мы закроем. Услуги ЖКХ, земельные, жилищные вопросы. Граждане обращаются с разными проблемами, которые накопились не за один год. Джамбулат Чербижев спрашивает о том, когда на их улице 50 лет комсомола будет проведена новая линия электропередач. У нас была очень большая проблема по поводу электроснабжения. То есть на нашей улице вообще нет опорных столбов. Все проведено кустарным образом, и то есть у нас света в принципе не было вечером, особенно вечером, тем более в холодное время года. А вот Бисол Белхароев, житель сельского поселения Сагапши и многодетный папа, интересуется, когда будет достроен детский сад, фундамент которого уже больше года стоит без изменений. И это несмотря на острую нехватку мест в детских садах. Хочу спросить, вот у нас в селе, у нас большое село, 17 тысяч населения живет. Я хочу спросить, у нас начали строить школу, обещали построить садик и обещали построить ФОК. Садик начали строить, котлова вырыли, залили что-то там есть. Но никаких движений там больше нет, он уже год стоит. Еще одно сельское поселение, чей глава ждет приемных жителей, это Пседах. С 12 часов, как мы начали прием граждан, обратилось 7 человек. Вопросы в основном связаны с строительством дорог, газификацией улиц, новостроек, связанные с досугом молодежи.
Строительство нового жилья и переселение. У жителей оползневой зоны главный вопрос – когда и в какой очередности будет проходить расселение людей, живущих в зоне риска. По поводу оползневой зоны вопросы были, когда будет переселять и попадает ли он в список первоочередников. Список первоочередников, почему заключается в этом году, в 2013 году, на построение квартир в сельское поселение дали 150 квартир. Всех запишем, говорят работники администрации. Ни один из заданных вопросов не канет в лету. Все обращения граждан заносятся в электронную систему, откуда информация отправляется в единый центр. Обращения будут обработаны, а ответы на непростые вопросы, требующие разъяснений, отправят каждому по почте. Магомед Измайлов, Ахмед Парчиев, Новости 24. Сейчас на очереди Сунжинский район, Орджоникидзевская, Троицкая, Аршты. Здесь даже в самых отдаленных точках готовы выслушать и помочь. Репортаж Марии Мистоевой. Во всех администрациях Сунжинского района прошел прием граждан. Каждый желающий получил возможность обратиться к власти со своей проблемой. У дверей администрации сельского поселения Аршты собралось большое количество жителей. Каждый пришел со своей бедой. Кого-то не устраивал счет, выставленный за коммунальные услуги, других – вопрос водоснабжения. А учителя местной школы Джалилу Дзейтова волновал вопрос горячего питания для учащихся. Самая большая проблема, как у учителя, это проблема питания в школе. Мы бы хотели, чтобы у нас хотя бы в этом с Нового года было организовано питание в школе, горячее питание для наших учеников. Глава администрации Аршты Беали Акиев выслушал каждого жителя и дал ответы на все вопросы граждан. По оплате газа, строительству новой дороги, развитию сельского хозяйства и малого предпринимательства. Люди получали ответы и гарантии, что их вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. В Троицком жителей больше интересуют разбитые дороги, отсутствие школьного автобуса и вопрос устройства детей в детские сады. Самым часто задаваемым вопросом стал жилищный. Местные жители жаловались на плохие условия проживания и недоступность нового жилья из-за материальной необеспеченности. Я пришла насчет жилья себе. Помогите нам оформить этот городок дружбу, чтобы у нас свое было жилье, не чужое. Если нет, ну пускай хотя бы они что-то нам дадут. У нас нет собственного жилья, живем на квартире, 7 детей. Хотела бы какую-нибудь хотя бы помощь насчет жилья. Затем, как проходил прием граждан, наблюдали в правительстве. Вице-премьер Дауд Яндиев приехал лично убедиться в том, что к людям относятся с должным вниманием. Цель проверить, насколько доступны сегодня работники органов исполнительной власти республики, гражданам республики. Собственно, у них возникает большинство вопросов, чтобы эти вопросы все не стекались на оперативный штаб правительства, чтобы, наверное, приучить работников органов исполнительной власти на местах заниматься решением вопроса, чтобы не концентрировать их всех на блок главы, на блок правительства. Прием граждан осуществлялся не только в администрациях районов, но и в муниципальных учреждениях. Люди смогли попасть к тем представителям власти, чьи двери для них ранее были закрыты. Мария Мистоева, Амир Цычоев, Юнус Цычоев, Магомед Алмазов, Новости 24. О том, как писалась Конституция Ингушетии, лучше всего расскажет ее автор, который, кстати, в этом году тоже отметил свой юбилей. Без малого 70 лет. Мурат Юсупович – заслуженный деятель науки ЧССР, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, обладатель ордена Ингушетии за заслуги и всесоюзной медали за трудовую доблесть. Как создавался основной закон нашей республики, узнавала Зарима Евлоева. Попав в этот дом, кажется, что оказался в царстве книг. И с первых минут понятно, здесь живет необычный человек. И действительно, мало кому предоставлена возможность написать закон, по которому будет жить не одно поколение его народа. Начало 90-х, республика только зарождалась. Мурат Келигов тогда был советником первого президента Руслана Аушева. Келигов помогал создать новую республику, но люди не могут жить без закона, в котором четко прописаны их права и обязанности. Власть это понимала, и вот из Москвы пообещали прислать людей, чтобы написать для ингушского народа Конституцию. Как говорит философ, это задело его самолюбие. Это было весной 93-го года. Я узнал, что к нам в Ингушетию должны приехать из Москвы люди. И когда я спросил, зачем, оказалось, что для того, чтобы писать Конституцию. Где-то, не знаю, у меня какое-то там самолюбие или еще что-то. Думаю, почему в Ингушетию должны приехать из Москвы писать Конституцию, а нельзя написать в Ингушетии или людям, которые в Ингушетии живут. В общем, так получилось, что я, конечно, пытался найти, но найти желающих писать по разным обстоятельствам не получилось.
Поэтому как-то я решился на это. К написанию нового закона не только автор, но и общество отнеслось с ответственностью и пониманием. На имя Келлигова приходило сотни писем и обращений. В них он находил то, каким видит народ свое будущее. Келлигов и по сегодняшний день хранит в библиотеке папки с этими обращениями. От отдельных людей, от организаций, неважно, это союз писателей, там, женские союзы, молодежные, там, какие-то представители структур государственной власти там, и так далее. Конечно, там самые отдельные люди, организации. Вот. Так что все эти замечания, конечно, приходилось учитывать. Так вот, чтобы эти замечания, предложения обсудить, сначала было там конституционное собрание, потом была создана Конституционная ассамблея. Некоторые статьи обсуждались очень остро. Особенно вопрос об административно-территориальных границах Ингушетии. Один говорит, надо включить их всех. Неважно, что они сейчас в юрисдикции других субъектов, включить их, а потом будем разбираться. И вот спустя полгода кропотливой работы Конституция принята всенародным голосованием 27 февраля 1994 года. В этом году Келлигову исполнилось 70. Юнусбек Евкуров приглашал юбиляра на прием и лично поздравил с днем рождения. Тем самым отметил вклад этого человека в историю своей республики. Зарема Ивлоева, Адам Шибилов, Новости 24. Что есть закон и как с ним обращаться, выясняли сегодня депутаты Народного собрания у школьников Али-Юрта. Народным избранникам было интересно понять, насколько осведомлено юное поколение о своих правах, а значит возможностях. Результат познавательного эксперимента в сюжете нашего корреспондента. В день 20-летия Конституции в средней школе в Али-Юрте прошла встреча учеников старших классов с депутатами Народного собрания. Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации. Что такое закон и кто защищает права каждого человека в нашей стране? Вот на какие вопросы в первую очередь ответили законодатели. Но беседа началась с блиц-вопросов, где дети продемонстрировали свои знания об основном законе страны. Конституция Российской Федерации – это главный нормативный акт, обладающий высшей юридической силой на всей территории Российской Федерации. Депутат фракции «Единая Россия» Дауд Акиев рассказал учащимся о том, что такое власть, правовое государство, а также подробно объяснил, какими правами и обязанностями наделяет Конституция каждого гражданина. Исполнение Конституции, насколько эта Конституция, принятая государством, жизнеспособна, насколько она отражает основные интересы граждан, которые живут в данной территории, зависит от сформированного гражданского общества. Совсем другое дело, когда исторические факты и основа права не нужно заучивать. Намного интереснее участвовать в дискуссиях с действующими депутатами. Учащиеся рады такой возможностью пообщаться с властью. Мы узнали много интересного. Например, мы узнали, что не народ создан для власти, а власть для народа. Радовало то, что сегодня те ответы, которые на поставленные вопросы учителям отвечали сознанием дела. Видно, что Конституция здесь изучается, что эти уроки проходят живо, обсуждается сам основной закон. И многие при наступлении каких-то определенных обстоятельств смогут воспользоваться своим правом, дарованной Конституцией. Воспитание патриотических чувств у школьников и развитие познавательного интереса к истории своей родины. Вот такие цели преследуют организаторы события и обещают чаще приезжать к школьникам. Залина Моисигова, Ильяс Дасхоев, Новости 24. Спасибо за внимание. Еще раз с праздником и спокойной ночи.